Усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Я його ведучий Айдар Мождабаєв. Я дуже радий, що ви нас дивитеся, що підтримуєте, що завжди коментуєте на Ютубі, що вас багато і що ви не байдужі. Де б ви не жили зараз у тимчасово окупованому Криму, або в інших регіонах України, або за кордоном. Нам, дорогі всі наші глядачі, ще раз дякую за підтримку. І я радий, що щодня, коли у нас такий етер, тобто в форматі великого інтерв'ю, ми робимо його за участі дуже цікавих людей, чесних, людей неупереджених, людей, яким я особисто довіряю. І це вже перевірено роками. Сьогодні в нас такий гість, ми будемо говорити про країну-агресорку, про так звану Росію, про російський рейх. І з нами на зв'язку знайшов час з нами поспілкуватися мій товариш, соціолог, політолог, публіцист і взагалі дуже гарна людина, яка зараз живе давно вже в Німеччині, в Берліні, Ігор Ейдман. Пане Ігоре, вітаю вас. Привіт, Айдер. Ти такий гарний, красивий, лише галстука, краватки не вистачає в тебе. Не, галстук я не ношу, а пиджак я никак не могу снять, видимо, по инерции, потому что я тут был на одной конференции, наверное, ты про нее будешь спрашивать на днях в Берлине, известной. Вот, и, собственно, я там в пиджаке выступал, поэтому я по инерции его до сих пор ношу. Ну, это, наверное, я перейду на мову, на торфейную мову. Это, наверное, вот эта конференция иноагентов. Там все, наверное, ходили с надписями «иноагент», вот табличками, да, и ты выделялся на этом фоне, ходил без надписи как-то. Как ты себя чувствовал среди иностранных агентов? Да. Не, ну, меня же объявили недавно, но я уже успел вжиться, вернее, в эту роль. Меня объявили в начале декабря, 1-го, по-моему. Вот. Но до этого организацию, которая здесь создал в Берлине, форум русскоязычных европейцев, ее признали нежелательной. Так что, если говорить о каких-то последствиях, ну, угрозах, да, для меня, то вообще быть руководителем нежелательной организации гораздо хуже, чем быть иноагентом, потому что это сразу уголовка. А иноагент — это не сразу уголовка, это нужно там некоторое время, в общем, вести себя борзо. В общем, что я и делаю. То есть никакие плашки не ставлю, посылаю всех к чертовой матери и не собираюсь соблюдать репрессивное законодательство. Так вот, только после этого там сначала административное дело, а только потом уголовное. Так что, в общем, это для меня вот ничего нового, и как бы мой статус не меняет особо. Я к этому всему привык. Нет, там люди не ходили с табличками «иноагент», да, такого не было, конечно. Ходили с своими фамилиями просто. Но там для прикола всякие были какие-то стикеры там и прочее. Но, в общем, так, чисто для прикола. Но по идее же, вот так смотри, я так просто допускаю, вот если положено им, согласно путинскому закону, каждое свое выступление публичное предварять словами «и это там выступает иностранный агент такой-то, такой-то», то по идее же любое публичное выступление не только письменное или видео, но и устное. То есть ты перед тем, как здороваться, ну не ты, а другие люди, которые с гордостью носят это арабское клеймо, подходят такие: «Это приветствие произнесено иностранным агентом там 18+, значит, и так далее». Выглядит это крайне по-идиотски. Вот Путин сумел, знаешь, построить рейх уникальный вообще в истории человечества, его будут изучать с микроскопом, потому что строить рейх без границ, когда люди добровольно или как-то там, не знаю, с каких соображений, из разных, да, тебя клеймят рабами, находясь где-то, но я себе не представляю, например, ну даже восстание Спартака, вот предположим, они не победили даже, но разбежались, и вот он приезжает в свою Фракию и такой: а я раб, значит, показывает всем, да, но это странно, и вот эту атмосферу и украинцам не понять, поэтому я просто хочу, чтобы ты объяснил, ну, зачем вообще собираться, если все боятся, или большинство боится даже просто послать их, эти законы рейха, в Германии, в Англии, в Америке, к чертовой матери. А к чему тогда собираться? Просто друг другу футболки дарить иноагентские там или что-то. Какой-то выхлоп от этого есть, так серьезно, если? Потому что нас интересует только одно: дестабилизация России. Все. Смотри, ну, большинство иноагентов, в том числе и тех, которые собирались на это совещание, они эти плашки не ставят все-таки. Их ставит несколько буквально человек. Ну, во-первых, те, кто уже в России живет, ставят, конечно, безусловно.
Это понятно. Значит, но еще несколько человек из-за границы, это, кстати, несколько человек, я не буду сейчас их называть, но это известные просто люди, и поэтому к этому внимание привлекается. Но я могу сказать, что не один такой герой, в кавычках, да, что я не ставлю никакие плашки, и как в самом начале сказал, что значит, первый же пост мой был после того, как меня признали иноагентом, что материал создан, значит, Игорем Эйдманом, который посылает признавший его иноагентом, значит, Минюст, а также всю путинскую, значит, власть, и дальше нецензурно, я знаю, что тебя нельзя материться в эфире. Не, Ну, в не, общем, у нас и послал. И больше, естественно, об этом не вспоминал. Но большинство людей, конечно, не ставит эти плашки. Молодежь себя не ставит вообще в основном, то есть тех, которые мигрировали. Ведь молодежь прекрасная, прекрасная. Значит, и не ставит, и многие другие люди. Вот. Я, опять-таки, не буду никого пальцем тыкать ни в кого, но мы знаем тех людей, которые ставят. Вот, значит, что касается, для чего все это было. Конечно, никакого особого выхлопа я не ждал и не жду от этого. Абсолютно. Да. Ну, просто я считаю, что разные люди, скажем так, такие встречи, они помимо очевидного, значит, эмоционального, как некого позитива, да, ну просто люди же в эмиграции оторваны друг от друга, общаются мало, а тут люди приезжают из разных стран, встречаются люди, которые, ну, давно не виделись, все такое. То есть помимо вот этого просто какого-то эмоционального позитивного, такие встречи дают некий практический эффект, практический. Знаешь, какой? Во-первых, лучше начинаешь понимать ситуацию. Я вот, например, мы же привыкли, мы общаемся с людьми примерно нашего возраста в основном, ну, я, по крайней мере. Вот. И начинает казаться, что вот все такие, да. Вот. А в действительности молодежь совершенно другая. Там, кстати, были несколько эпизодов, вот именно когда поделились люди на поколенчески. Понимаешь, для меня это, кстати, самое важное было для понимания. Понимаешь, наше поколение, вот это люди в основном, да, ну я буду про себя говорить, чтобы никого не обижать. Не люблю никого обижать, но многие догадаются, да, что я их имел в виду. Вот он Мандельштам писал в свое время, значит, проваренный в чистках как соль, да, ну вот имею в виду, вот, ну тогда чистки, сталинские, все прочее. Ну проваренный, но не в чистках, но вот в этих 90-х нулевых, во всех этих разборках, во всех этих интригах, во всех этих компромиссах многочисленных, которые были у каждого. Вот просто как соль и вываренные уже. И они уже сейчас приходят, я вот вижу, смотрю на людей моего поколения, на их глаза, на их поведение и так далее. Они что-то все время пытаются выкружить себя, они что-то какие-то интриги, они тут пытаются других под шумок как-то использовать, как-то продвинуть свои интересы, свои нарративы, там, свои какие-то карьерные, значит, кто карьерные устремления, кто просто стремление к физическому выживанию материальному за границей. И вот у них прям просто это читается. Я смотрю так, одного я видел, я, кстати, себя абсолютно не исключаю из этого числа. Одного я видел, значит, в кабинете у Миронова, да. А другого, значит, где-то там, когда пытался там какой-то проект продать «Справедливой России». Третий Чубайса там сидел совсем рядом с его кабинетом и, значит, выдавал там СПСникам пачками черный нал на всякие выборы. А четвертый с Кириенко, значит, работал активнейшим образом и еще недавно, значит, говорил, какой Кириенко умнейший, замечательный человек. И вот смотришь на них, все проваренные в чистках, как соль же. А молодежь смотришь, они абсолютно чистые в основном. Значит, чистые, искренние, у них нет этого опыта. Вот опыта, который изуродовал фактически наше поколение. Изуродовал. Этого опыта у них нет. Они действительно честные, открытые, стремятся, естественно, к тому, что помогают всячески Украине. Это же само собой, это просто очевидно. Вот. И другой совершенно у них подход и взгляд на мир, у них даже лица. Вот лица другие. И также это, кстати, чувствовал... Говори, договори. Да, и знаешь, это даже чувствовалось вот чисто даже в ситуации, когда это все проходило, этот съезд проходил. То есть там всякие такие эпизоды, но фигак, значит, в конце, в самый последний момент, перед закрытием, выкатывают декларацию, которую никто не видел. Но, естественно, кто выкатывает? Наше поколение, опять-таки не буду пальцем никого показывать, молодежь начинает возмущаться. Они пошли ли вы нахер? Мы здесь еще 2 дня как массовкой собирались. Почему мы не работали на этой декларации? Почему мы должны за нее голосовать?
Естественно, что после этого декларацию не принимают, ее переделывают и так далее. И даже в переделанном виде, по-моему, еще не приняли, пока она не будет согласована со всеми. То Вот есть ты вот сейчас демократическая... знаешь, вот эти манеры такие, мне напомнило, по-моему, Володимир Огрызко, колишний министр закордонных справ Украины, а тогда еще, по-моему, даже министром не был, сразу вот после первого заседания СНГ, после того, как в Беловежской пуще расформировали Советский Союз, да, и первое заседание СНГ, и вот садятся, значит, кто там был, да, это происходит чуть ли не в Киеве, а может и в Москве, но русские просто раздали всем, Ельцин просто сказал, раздайте всем резолюцию итоговую. А украинские дипломаты такие смотрят, говорят, в принципе, мы же ничего еще не обсуждали. Он говорит, ну мы же Россия, вы же все понимаете, да? Вот эта вот манера навязывать себя как каких-то доминантных самцов, это очень свойственно вот этому обществу, откуда это все произошло. Это, мне кажется, даже еще банальнее. Это даже еще банальнее. Знаешь, это просто как бы опять-таки привычка. Эти вот десятилетия в России, да, может быть, действительно именно потому, что это в России, да, десятилетия в России, они очень сильно, то есть они создали вот некий. Мы все прошли через некие социальные практики. Так было всегда. Вот в России создается партия. Самая демократическая, самая либеральная, самая такая, значит, за все хорошее против всего плохого. Естественно, все не всегда будет непрозрачно, все будет страшно иерархично. Там какая-то группа людей, обладающих ресурсами, будет В общем, использовать любая других. партия похожа на КПСС. Знаешь, что не собирает, автомат Калашникова получается. Вот, ну. Ну, в принципе, да, в принципе, да. То есть вот это всё. Но надо сказать, что вот молодежь, она совершенно другая. Они привыкли к горизонтальным структурам, они привыкли все решать в открытую, они привыкли, они к каким-то открытым коммуникациям без, они просто не понимают это, вот эти все интриги Ну, ты знаешь, какие-то, все я, если честно, Игорь, я, если честно, не знаю, кого ты имеешь в виду, но, например, так называемая молодежь в составе навальновских организаций абсолютно сектантского типа. Там они вообще чужих мыслей не принимают никогда. У них есть Бог, есть его наместник на земле, там, кто вот не в тюрьме, и все, они там ровненько, как пионеры просто, как комсомольцы. Вот у нас в школе. Ну, может быть, но это там Навальный, как раз люди не участвовали, которые связаны с Навальным, просто никто в этом иноагентстве. Они его, видимо, проигнорировали сознательно. Нет, я имею в виду, знаешь, как я вот эти молодежные организации типа «Весны», типа ФАС, феминистическое антивоенное сопротивление. Кстати, люди, которые реально что-то делают в России, реально протестуют, реально. Значит, вот такого плана люди, всякие движения, связанные с, то есть феминистки молодые, там, ЛГБТшники, вот такие вот молодые, продвинутые, европейские, мыслящие молодые люди. Они, к Скажи, счастью, есть. Игорь, ну они есть, конечно. Вопрос в том, насколько они влияют хотя бы даже на вот этот русскоязычный протест. Ну хотя бы, ну какой от них может быть толк? Да, толку может быть два. Это первое, ну если начинать с Рейха, да, то есть это деморализация Рейха, нести правду, рассказывать, что на самом деле происходит, да, ну как-то раскодировать этих людей, помогая таким образом, хотя бы чуть-чуть, но помогая Сбройным силам Украины, да, воевать, грубо говоря, так, помогая на Западе убеждать Запад, что с ними нельзя вести переговоры, потому что он всегда всех обманет там и так далее. Ну, если вот такая вот часть, как бы, да, работы. И вторая часть работы, но для меня она первая. Вот собрались, у нас если собираются 100 украинцев, неважно где, ну, на концерте или где-то, каждый раз положил в банку деньги на армию. Так? Есть сбор, есть QR-код, есть все такое прочее. А почему так не происходит с русскими? Ведь есть русские подразделения в составе. Я понимаю, что там воюют не ЛГБТ+, и не феминистки, вот, но там воюют разные люди, но они воюют на стороне добра, да? Против зла очевидного, который им тоже не нравится. Почему, что происходит с людьми, которые отказываются громко или тихо, молча отказываются помогать людям, россиянам, гражданам России, своим согражданам, которые, по идее, хотят того же самого, то есть снести этот режим? Ну смотри, ну, во-первых, там на этом же съезде, например, присутствовало много людей, которых я видел по тому же форуму «Свободной России», которые там входят в этот, так же, как и я, вот совет этого форума и так далее. И они, вот форум «Свободной России» сейчас, да, как можно по-разному было к нему относиться, но вот последнее время, последние полгода, по крайней мере, они реально, собирая деньги, донатят русские добровольческие, российские добровольческие отряды, которые сражаются в составе ВСУ против российской армии, против российской агрессии.
даже на всех, вот я там даю периодически интервью, даже на всех интервью там висит QR-код, там, с помощью которого можно донатить российские добровольческие Не, части, ну я знаю, сражающиеся в Украине. кстати говоря, Игорь, я встречался с Иваном Тютриным, Да, который тут на фронт ездил и вот так это далее. вот. Я говорю, я с Мгм. Иваном Тютриным общался, это, ну, это давний друг и советник Гарри Каспарова, и они никогда, вот надо дать им должное, никогда не называли Крым ни полуроссийским, ни четверть российским, да, то есть всегда говорили одно и то же. И сейчас, к счастью, действительно, они помогают именно вот подразделениям, где русские граждане российские воюют, и слава богу. И пусть и дальше помогают, и спасибо большое за это, за все. Но просто это не приобретает массового характера. У нас в Украине донатят все. Ну, у кого есть мозги какие-то, ну, конечно, есть всякие маргинальные элементы, но все люди ощущают общую опасность и хотят быть причастными хотя бы какой-то частью там, своих денег, усилий, волонтерства, плетут сетки в Литве, там, я не знаю, где угодно. А чем занимается русская миграция вот из того, что ты, я понимаю, что ты живешь не в эмиграции, в каком-то лагере эмиграции, но ты вот пообщался с ними, да? Какие усилия они готовы предпринимать, физические, моральные и материальные, да, чтобы помогать Украине, раз они все за Украину, максимально быстро победить этот рейх, который, в общем, никого не простит, и их в том числе. Ну, и, как я уже сказал, люди совершенно разные. Я сказал про поколенческую разницу, ну, как бы поколения. И, кстати, вот по первой части о деморализации, значит, режима агрессора, да, страны и о создании там какой-то или поддержки сопротивления антивоенного. Там вот те люди, которых я говорил, молодые, они его делают больше всего сейчас. Их совсем немного, этих организаций, и это действительно опасная работа. Многие из них сейчас сидят уже в России, кто-то вырвался за рубеж, но они как бы делают много действительно. И то та же «Весна», и ФАС, и другие. Значит, что касается донатов и поддержки. Вообще, я сказал про форум «Свободной России», это не изолированное явление. Там было множество людей, которые поддерживают форум «Свободной России», в том числе там участвуют в каких-то аукционах и прочих делах, которые связаны с донорством, поддержкой украинской армии, и российских частей украинской армии в целом. Их достаточно много, фамилии просто известные, я не буду Ну перечислять. окей, Но мы это не за большая этим, тема. мы, в общем, Люди разные, но окей. есть, конечно, и совершенно другие люди. Совершенно другие люди, которые меня просто поразили. Знаете, что меня больше всего там поразило и просто вывело из себя? Я сейчас тоже фамилию не буду называть этого человека, не хочу никого пальцем тыкать. Но, значит, вот когда я тебе говорил, да, платил декларацию, что мы решили ее переделать. И первый вариант был там один очень известный политэмигрант, который я знаю прекрасно еще с Москвы. Вот, значит, называть я его не буду, вот, но можно догадаться, да. Вот, и, значит, он как раз был один из авторов первого текста. Я говорю, вот, а там идут в тексте, ну, там о том, что Путин развязал преступную войну, ну, правильные слова, в результате погибло множество там украинцев и так далее, и, значит, и россиян. Я говорю, а давайте мы напишем так, не просто и россиян, а значит, путинский режим сделал, значит, сейчас, на этой преступной войне погибают и россияне, которых путинский режим сделал преступниками. Угу. Вот вроде бы скромно, да, даже путинский режим их сделал преступниками. Этот человек стал просто дико орать, дико орать. «Вы с ума сошли!» — кричал он, как, знаешь, такой этот, я не знаю, вот, как какой-то на базаре, там бабка какая-то, у которой украли самовар, понимаешь? Просто он впал в истерику. Как вы называете преступниками? Даже нацистские солдаты, не нацистские, германские солдаты, которые во время Великой Отечественной войны не были преступниками, вермахт не признан преступной организацией. А это уже как? Если этого будет эти слова будут, я там вообще все порву. Ну, там я не буду это подписывать, я не помню. В общем, в таком духе. То есть вот такая была реакция у известного, в общем-то, человека, достаточно, которого многие считают борцом, что называется, с путинским режимом и за мир. Я, правда, да, вот. И, собственно, вот такая история. То есть я говорю, люди совершенно разные, понимаешь? Есть и множество людей среди в эмиграции, которые активнейшим образом помогают Украине, стараются все делать для этого. Причем, скажем так, их действительно много, и не все из них имеют такую репутацию, как у тебя, да, такого, знаешь, уже совсем отмороженного борца с Россией. У некоторых из них репутации там вполне таких, ну, умеренных эмигрантов. Тем не менее, они делают много, может, не афишируют. Вот, значит, так, но есть и такие персонажи, их тоже немало, понимаешь, их тоже немало.
Вот так вот, такая ситуация сложная. Ну, в общем, это все, к сожалению, выглядит в итоге, в общем и целом, немножко, ну, как бы отвязанным от времени. Может быть, я думаю, что, знаешь, как этот говорил тиран и деспот Ленин, чтобы объединиться, нужно размежеваться, в конце концов, для начала, да. Вот Ну, в партстроительстве он имел представление, что делать, чтобы побеждать, да. Но вот если бесконечно, то есть сидеть рядом и говорить, один говорит, надо помогать ЗСУ, а другой говорит, наши мальчики, да, но среднее арифметическое тут равно нулю, потому что, ну, тут нет среднего арифметического, это как смесь дерьма и меда, пропорции как бы не имеют значения, да, это все равно дерьмо, да, но это мое личное мнение, бог с ним, это занимается пусть чем хотят. Я хочу уточнить, вот, тот продукт вот этой эпохи, вот этого поколения, скажем так, в целом, там младше, там старше немножко, неважно. Вот это Борис Надеждин. Это приспособленец, не знаю в какой степени. Это человек, я просто видел лично на экране телефона у человека, который лично близко был знаком с Немцовым, что Немцов писал о Надеждине, что он кремлевский засланец еще тогда, когда, ну, когда он был жив. В общем, да, это все же СПС. В итоге, кстати, да, СПС, Союз правых сил, оказался наиболее преступной организацией относительно войны с Украиной. Вот посмотри, Кириенко руководит этой СВО, да, фактически, ну, политической, ее частью экономической. То есть, что бомбить, что уничтожать, как уничтожить энергосистему. Это Кириенко, это вот Союз правых сил, это демократы. Чубайс, патентованный вор, толераст Путина, сбежал куда-то, Путин над ним насмехается, ну, короче, неважно, свою миссию он в свое время выполнил, да. Борис Немцов убит по понятным причинам. И вот еще один Борис Надеждин. Я, может, кого-то и не помню, но Хакамада, которая была за Крым, сначала была против оккупации, потом была за оккупацию. Я уж там не буду до мышей опускаться. Но вот Надеждин, он такой физически немножко там крупненький, да, и вот они его выбрал, Кремль, на эту вот как бы должность, Собчак-2. Этот, значит, в тот раз Собчак зарегистрировали, понятно, наша крестная дочь фюрера, а теперь его даже не хотят регистрировать. То есть выглядит это так для меня, вот я хочу, чтобы ты оценил, что увидев, что ему удалось там собрать какое-то количество тысяч подписей, но он не мог их не собрать, если их разрешить собирать, потому что, ну, действительно, многие недовольны Путиным, допустим, да, есть такой слой. Не многие, но слой такой есть, который недоволен Путиным, войной, чем угодно там, да. Вот. И они вот пришли за него, как вот, ну, альтернативы же нет, значит, вот, ну, нет ничего, поедим навоз, да. Но вот это что же, в принципе, био какая-то продукция, да, с калориями. Вот, чтобы выжить там. И у меня вот такое ощущение, и сейчас они говорят, значит, там, что нашли 15% бракованных подписей при максимальной норме 5%. И, значит, вот, то есть, вот они даже вот его боятся, вот его, кремлевского абсолютно чувака, боятся регистрировать на выборах, чтобы что, да, хочу тебя спросить. Такое ощущение, что Путин боится уже собственной тени просто, потому что это тень Путина. Это понятно, что это они все акцептовали, и они его продвигают как, ну, как спойлера такого, более-менее пристойно выглядящего. Айдер, я с тобой не согласен, что это чисто кремлевская история все. Ну, Я его, расскажи кстати, свою знаю, версию, хорошо. Расскажи да, свою давайте версию. свою версию скажу. Я его знаю, потому что СПС прекрасно. С Немцовым у него были прекрасные отношения, прекрасные совершенно отношения. Вот, значит, причем именно с ним он и с Кириенко там сотрудничал, но он выбрал Немцова, когда Немцов и Кириенко фактически разошлись. А разошлись они давно, они разошлись еще, когда они даже в Думе уже разошлись, когда еще Кириенко недолгое время был руководителем фракции СПС, а потом его Кремль призвал, значит, и он стал значит, руководителем, представителем Путина в Приволжском округе. Вот. Значит, то есть уже у него Немцова были плохие отношения с Кириенко, ну, к тому моменту. И Надежда выбрал Немцова именно, а не Кириенко. Кириенко его тоже приглашал, работать с собой. Мужик он неплохой, обаятельный. Он, конечно, слабый, конечно, и, конечно, компромиссный, безусловно. Но он такой неплохой, обаятельный живчик такой. Вот, значит, я говорю, я с ним общался, сидел с ним в ресторане, у него был ресторан на Садовом кольце, назывался «Фемида», потом он его продал. Вот, значит, вот, я просто знаю, в СПС были люди многие гораздо хуже, чем Надеждин, тоже Кириенко, да и другие, потому что там была куча всяких депутатов комсомольских, которые Кириенко провел, жутких совершенно. Вот, Надеждин был на их фоне неплох, да. Вот, значит, дальше что? Дальше я думаю, что вот твое воспоминание, оно связано, что... Да, он, естественно, компромиссный человек, и они все пытались тогда какой-то вдохнуть в СПС вместе с администрацией президента, еще Сурковской, вторую жизнь.
Немцов, естественно, был против категорически этого, а многие были за. Я помню, тот же Гозман был за, и они там пытались. В общем, в результате Кремль их кинул, и все на этом закончилось. Дальше, значит, что опять-таки он как компромиссный человек, он выполнял роль либерала для битья на телевизоре. Вот. Дальше. Что дальше? Значит, выдвигать Надеждина у Кремля и потом зарубать подписи Надеждина у Кремля никакого абсолютно резона не было. Потому что это, скажем, скорее против Кремля, чем за. Если бы они его выдвинули как Собчак, и, значит, потом бы повозили мордой по столу, и он бы набрал немного голосов, тогда да. Но им невыгодно сначала какую-то движуху вокруг Надеждина организовывать, в которой которые многие, кстати, люди, которые Надеждин вообще не интересен, они его воспринимали как антивоенного кандидата, единственного кандидата, который говорил: я против войны. Неважно, что он потом говорил еще кучу всяких неправильных вещей, или даже преступных вещей, связанных там с крымнашизмом и прочее. Но он говорил хотя бы это. Значит, он играет как умеет. Я против войны. Я думаю, что изначально Кириенко был не против выдвижения Надеждина, надо наплевать, пускай. Но когда вокруг Надеждина возникла движуха, и когда Надеждина поддержал там Ходорковский и другие люди, которые с точки зрения Кремля зашкваренные, да, если вот общаться и дружить там, пользоваться поддержкой Ходорковского нельзя. Это у них же уголовное мышление, потому что мы все, которые за границей, это уже зашквар. Значит, кандидат не может с ними сотрудничать. И поэтому они его решили, конечно же, убрать. Уже, видимо, еще в самом начале его кампании. Сейчас они его уберут, и эта история не даст никакого плюса, а даст скорее минус, потому что это будет личный аргумент для того, чтобы эти выборы признавать нелегитимными, что они убрали кандидата, который явно собрал подписи, все видели эти очереди. Очереди были везде, даже в Берлине. Я как-то выхожу из дома, у меня буквально в соседнем доме, значит, там такой, площадка такая офисная, и там огромная очередь русскоязычных людей. Я вам говорю: ну что, мужики, за пивом, что ли? Говорят: нет, подписываться за Надеждина стоял. Так что это везде было. Вот, значит, то есть это какую-то вызвать движуху. Люди, понимаете, любая движуха, она на пользу. Почему? Люди начинают общаться, коммуницировать, у них появляется какая-то надежда. Сегодня не в очереди постояли, а завтра, дай бог, выйдут на демонстрацию, а послезавтра будут каким-то образом по-другому сопротивляться войне и преступному режиму. Властям это не нужно, безусловно, вся эта движуха. Теперь, что будет дальше, я думаю. Есть у Кириенко реальный, кандидат спойлер — это не Надеждин, на которого, естественно, которого, конечно, допустили, но никто на него ставку в Кремле не делал, очевидно. А Дованков. Дованков, Кириенко будет пытаться сливать антивоенный электорат под Дованкова. Это, мне кажется, почти очевидно. Это его Что это за человек. персонаж? Вообще никто о нем ничего не слышал в Украине ни разу. Кто это такой? Понимаете, в этом смысле украинцам повезло, что они ничего не слышали, а я, так как вынужден по работе заниматься российской политикой, могу сказать, это новые люди, так называемые. Это мужик достаточно молодой, но это абсолютно гомункулюс, выращенный, как и вся партия, в пробирке в администрации президента. И личный политический ресурс Кириенко. Он ведет себя очень хитро. Он, в отличие от Надежды, с эмигрантами не дружит и ничего против войны не говорит. Но он ничего не говорит и за войну, чтобы не отпугнуть антивоенный демократический электорат. Я думаю, то есть я читаю все эти телеграм-каналы, какой-нибудь там Халитонов, Слуцкий периодически там, наши там победим, все такое, бла-бла-бла. Вот, ужас, там украинские фашисты разбомбили Донецк, там все рвем на себе волосы и возмущаемся. У Дованкова абсолютная тишина, там велосипеды, какие-то дорожки, как будто бы, значит, ничего, абсолютно никакого вот этого ура-патриотизма. То, что ему позволяют это делать, потому что сейчас уже требуют от всех этого. Не только не протестовать против войны, а быть активным зетником. Или сиди тихо, или эмигрируй. А ему это позволяет. Видимо, под них хотят слить зачем-то. Здесь какие-то политические игры. Антивоенный электорат. Именно под Дованкова, не под Надежду. Будет, я думаю, что некоторые известные блогеры, ютуберы и прочие, которых мы все знаем, но называть по фамилиям не будут, они скоро будут говорить: голосуйте за Дованкова. Вот у меня такое есть предсказание. Которые сейчас говорят: голосуйте за Надеждина, а до этого говорят: поддержите Дунцова. Это все проходные фигуры. А вот за Дованкова, это, мне кажется, такая серьезная игра Кириенко. Но это игра на легитимизацию, чтобы принудить Запад признать эти выборы прошедшими, так? Да.
Скажи Ну мне, да. пожалуйста, зачем и к чему эту фейковую движуху поддерживает Навальный, который говорит: идите, идите, голосуйте хоть за кого, только не за Путина. Да еще эту комедию придумали: все, кто против Путина, приходите в 12 часов. Мне тут всегда вспоминается, когда такие призывы дебильные, мне вспоминается юмореска, значит, этого, по-моему, Райкина или Хазанова, прости меня, Господи, вот, собрание ослов там у 5-го подъезда или на пустыре, вот что-то такое. Что это такое вообще? И это вызывает больше хохот, потому что, несмотря на там, вот он сидит в тюрьме и так далее, но из тюрьмы такие несерьезные призывы, ну, как-то вообще это выглядит такой, знаешь, такой Мандела мультяшный какой-то, глупости какие-то. Но в Украине это выглядит так. Ну смотри, он действительно сидит в тюрьме, он отрезан достаточно от жизни, от того, что происходит сейчас, от А мы общественных знаем, мы процессов. читаем Первый. в интернете, все читаем, да, мы знаем. Это, ну да, и, кстати, вот, значит, это раз. Второе. А, Безусловно, есть у любых политиков есть такое свойство, да и вообще у людей есть такое свойство самоповторяться, да. Если какой-то прием у тебя был успешен в жизни, да, то очень сложно отказаться от него и искать в каком-то другом направлении, когда у тебя, во-первых, ограничен выбор, да, в поиске, и, во-вторых, ты уже как бы привык к тому, что вот это вроде бы работает. Значит, Навальный в свое время, в 2011 году, стратегия Навального о том, чтобы голосовать за каких угодно козлов, но не за тех козлов, которые называют себя «Единой Россией», она сработала. Каким образом? Она сработала, что это как бы помогло. Вернее так, это вызвало дополнительное напряжение со стороны фальсификаторов. И эти фальсификации в крупных городах, прежде всего в Москве, в результате того, что требовалось много очень фальсифицировать, больше, чем обычно, они стали очевидными для людей. И дальше движуха раскачалась. Раскачалась движуха. Дальше ее, правда, слили. Кстати, не Навальный слил, который сидел тогда. Я все это прекрасно помню. Сидел тогда на сутках, а слили другие люди, которые там с мэрией встречались. И потом все это вылилось в болотное. Да, и потом сливал еще несколько месяцев. Тогда был гипотетический шанс, то, что был раскол элит. Там тогда, не поверишь, ну ты, конечно, не поверишь, а знаешь, наверное, некий клоун под названием Медведь очень не хотел уходить, очень не хотел, упирался, бедными лапками своими, значит, цеплялся коготками за свое кресло, но Путин его пинками с этого кресла поднял и выпинул. Вот. Но тогда шанс был, что если бы начались какие-то там столкновения, какая-то мощная движуха, причем такая не просто шариками помахали, а был такой потенциал у людей в декабре 2011 года просто реально рубиться с ментами и так далее, идти на Центр избиркома. Вот если бы что такое произошло, Медведь мог, будучи президентом, значит, сказать: ох, ой, значит, тут народ бунтует, все такое, пересматриваем соглашение, я, значит, не подавлять бунты не буду и так далее. И этот раскол мог привести к последствиям катастрофическим и для Путина, и для Медведя. Значит, это, конечно, не стопроцентная версия, но шанс какой-то на такое развитие был. Навальный, как я уже сказал, к этому сливу не был причастен, он сидел на сутках и был против. Я это просто точно. Значит, дальше. Сейчас, тогда это сработало. И он начинает вот этот опыт свой прошлый, значит, копировать и применять совершенно в других ситуациях, совершенно где он не работает, абсолютно, где он действительно абсолютно нелеп. Вот сейчас он выглядит нелепо. Да? Значит, но вот так вот, да, к сожалению, так. У политиков так бывает. Смотри, Дальше, что я тебе хотел сказать. Подожди секундочку, по поводу 12 вот этого прийти в полдень в эти очереди. Значит, идея в том, чтобы продемонстрировать. Сейчас главная цель у всех, понятно какая, не Путина. Путин, конечно, падла к власти все равно придет. То есть не придет, он ее не потеряет, правильно сказать, перерегистрирует. Но у всех цель, у всех, значит, как можно добиться делегитимизации путинского режима в глазах, прежде всего, мировой общественности. Значит, это нужно всем, и в том числе Украине, чтобы с ними никто вообще не мог вести подожди, переговоры. то есть явку поднять ему, да, физическую явку, чтобы ему не пришлось приписывать фейки, а прийти побольше и помочь ему, я ничего не понимаю. Я не договорил. Значит, по поводу прихода в 12 часов к этим участкам, там и разные абсолютно версии. Например, скорее всего, форум «Свободной России», скорее всего, будет призывать к тому, чтобы пришли, но не голосовали, а просто поучаствовали в демонстрации. То есть никто не заставляет при этом голосовать.
Значит, и дальше я предлагал, я говорю, ребят, говорю, да, давайте мы хоть что-то сделаем, давайте мы не просто придем к участкам, значит, в этот момент, а, например, ровно в 12 часов там люди оденут например, какие-то там ленточки или там как-то ну, продемонстрировать свою позицию. К сожалению, нет. Народ сейчас так запуган, в том числе эти и лидеры политической миграции, что они, нет, мы подставим людей под, значит, дубинки и все такое. Я говорю, ну как ты можешь себе представить? Это же будет картинка, которую все СМИ мировые обойдут. Значит, озверевшая очередь проголосовать стоит. И вдруг озверевшие ОМОНовцы кидаются на эту очередь, начинают ее избивать. Это же как раз было бы мощнейшая делегитимизация. Но, в общем, я не могу к этому призывать, потому что сам я не могу, не пойду в эту очередь. Вот, я максимум приду к российскому посольству протестовать. Конечно, в Берлине, конечно, я голосовать не пойду, да у меня уже и паспорт недействительно российский. Вот, но и не пошел бы, если бы был действительный, но не в этом дело. Вот, то есть провести какую-то демонстрацию. Я считаю, что провести демонстрацию протеста в той форме, в какой это возможно, в какой люди на это готовы, в какой люди готовы рисковать, вот на этих выборах, было бы неплохо. Почему нет? И как форма демонстрации протеста. Не голосовать, конечно, а прийти и как-то продемонстрировать протест. Как говорят немцы, вором нихт. Да, все очень запущено, конечно. Ну вот, я все-таки настаиваю на том, я просто знаю человека, которому Немцов говорил, что Надеждин, скажем так, не с того лагеря засланный, но окей, дружили. Немцов много с кем дружил, в конце концов. И далеко не все эти люди, мягко говоря, хорошие. А может, даже большинство и нехороших оказалось в итоге, вот как мы увидели. Но это все-таки твой двоюродный брат, я не хочу об этом говорить долго, но так вот вышло, жизнь так сложилась, и смерть так сложилась. Вот. Хочу опять про Надеждина. Сейчас вот просто вот это есть в украинском сегменте интернета, да, в отрывке из его речей. Референдумы на оккупированных территориях Украины. А чем это отличается от Путина с оккупацией Крыма и Донецкой и Луганской областей, частей, да? Дальше. Крым мы не отдадим. Российская армия не должна чувствовать себя побежденной. А кем она должна себя чувствовать? Победителем. Ну и там вот можно вагон и тележку, там есть циничнее еще высказывания намного. Да. Что это? Зачем это все нужно? И почему... Но я не знаю. Во-первых, почему Путин даже такого, в общем, проимперского своего вот этого пуделя боится допустить? И потом, как вот может честный человек за это голосовать просто? Мне интересно. Или призывать за это голосовать. Как вот Ходорковский, например. Ну, я честный человек сказал абстрактно. Смотри, и, конечно, то, что он говорит, это совершенно возмутительно, и понятно, что это, если бы за этими словами стояли дела, то это было бы ужасно. Но это чистая политическая демагогия, да, то есть политическая демагогия, рассчитанная на то, чтобы, он же надеялся, что его допустят, я думаю, чтобы не сказать, что там, что чего-то лишнего, чтобы ему уголовное дело не навешали, чтобы его инагентом не признали, что его не обидели и так далее. Значит, это никакого значения не имеет, потому что, как я говорю, шанс у него быть зарегистрированным, они с самого начала были близки, не близки, а ноль были просто. Я об этом писал и говорил. И когда еще с Донцовой носились, я тоже самое говорил, что ее тоже не допустят. Значит, почему его не допускают, даже при том, что он говорит такие совершенно не то, что неправильные, вообще-то в рамках войны ты говорить такое, это, в общем-то, расписываться в том, что ты солидаризируешься с крупнейшим международным преступлением, которым является тот же захват и аннексия Крыма. Да? Ну вот, все это, конечно, возмутительно, но никакого, как я уже говорил, смысла и значения это не имеет, и никаких шансов у него ни на что нет и не было. Значит, почему я опять-таки совершенно не хочу никого оправдывать и не являюсь там каким-то большим почитателем Ходорковского, вот, значит, абсолютно, вот, и, кстати, написал об этом много раз. Но почему, я пытаюсь понять их логику, почему некоторые люди, в том числе тот же Ходорковский, призывали за него подписываться. Почему? Потому что есть ощущение, что можно было использовать этот повод для какой-то консолидации антивоенного движа. Вот этому людям из этого антивоенного движа, вот этой молодежи прежде всего, подписывали, я нарочно смотрел на фотографии очередей, там стали в основном молодые люди, 80%, если не 90%.
Так вот, для них вообще Надежда — это никто, это кукла просто, понимаешь? Мы с тобой его помним по СПС, они его вообще не помнят ни по какому СПС и ни по каким ток-шоу, потому что на телевидении не смотрят. Но им нужно было использовать эту ситуацию, чтобы провести некую антивоенную демонстрацию, что мы против войны, что мы подписываемся за Надежду, потому что он хочет остановить войну. То, что он еще при этом говорит кучу всего возмутительного, это выносится за скобки. Движуха людей объединяет, люди знакомятся, как я уже сказал. Дальше создаются какие-то социальные сети между ними. Дальше эти социальные сети, эти связи могут быть использованы для более при возможности, да, при какой-то изменении ситуации, для более эффективных и правильных дел. Хочу тебе пример привести. Бог с ним, с Надеждиным, с этим. Да, даже фамилия очень смешная, конечно, фейковая такая. Все фейк. Но окей. Есть такая великая русская писательница, которая, как и все великие русские писатели, живет в Париже. Вот, значит, Людмила Евгеньевна Улицкая, которая недавно разыграла... Извини, поправка. Она живет не в Париже, а в Берлине. Причем живет вот в доме напротив, буквально. То есть мы с ней живем, можно сказать, через дорогу. Мы, правда, с ней не знакомы, но хороший мой знакомый помогал ей все время покупать квартиру в его же доме. И вот он и она живет вот там в доме напротив. Хорошо, Да. но жалко, что вы не знакомы, а то бы мог передать ей от меня, что она дура. Я сейчас это мотивирую, да? Значит, в 2015 году, почему я перепутал с Парижем? Потому что это было интервью в французской газете. То ли «Фигаро», то ли «Ле Монд». Вот я просто не помню «Ле Монд». То ли 14 опять, то ли 15 год, не имеет значения, уже после оккупации Крыма. Она выкручивалась тогда, значит, ну, книжки-то в Москве вот такими полками, пишет она в день по книжке, там вот полки такие стояли. В Москве, там везде, во всех магазинах, Людмила Улицкая и так далее. Но я понял, что она, в общем, просто графоманка и несерьезная личность, когда я прочитал ее роман «Медея и ее дети», где почему-то, естественно, героев второго плана крымских татар имена казанских, а у нас они вообще не совпадают. То есть ей пофигу было. Татарва и татарва, ну, лишь бы написать, да? Но это перестроечный роман, постперестроечный, там, бог с ней, там, написал и написал. Вот, ничего там преступного нет, просто глупость. Значит, но потом, 14 опять или 15 год, все уже всем ясно и понятно, у нее берут интервью французские журналисты, и она называет в качестве виновников оккупации Крыма крымских татар. Она говорит буквально следующее. Мы-то думали, что они облагородят свою родину, но вообще-то я даже опускаю, что как там, с какими трудностями мы сталкивались, и что мы строили дома на пустырях вообще, где нет ничего, ни воды, ничего, нам давали худшие земли или приходилось захватывать тоже худшие земли, да? Не все это опускаю. И дети, которые носили цемент, все это опускаю вообще совсем. Она как будто этого не знала ничего. Но она говорит, а они, крымские татары, Крым свой засрали, и поэтому пришла Россия, типа, очистить его. Вот, значит, это сказала русская писательница Улицкая. Поэтому, кому она будет рассказывать про свою либеральность, она расистка, во-первых, понятно, она с брезгливостью отзывалась о нашем народе. Вот. Во-вторых, она лицемерка. Ну, что она плохая писательница, это вы можете сами определить, это не мое дело, да, я тут не литературовед вам, да. И вот, значит, наступает звездный час этой женщины, интеллектуальный запас которой, как я говорил, близок там, к минимальному, так? Она берет трубку у пранкеров Вавана и Лексуса, ну, я не знаю. Но это все равно, что знакомиться по телефону, написанному в вокзальном туалете, нацарапанному гвоздем, да? Они выдают себя за Ермака Андрея, главу офиса Зеленского. И, значит, ей парят мозги, она им рассказывает, что она гонорары свои отправляет в Украину. Ну, уж делает она этого или нет, я не знаю, потому что обычно люди публичные призывают кого-то еще к этому, объединяться, у нее много читателей и так далее. Я сомневаюсь, что она что-то отправляет. Ну, она, по крайней мере, так сказала, думая, что с ней говорят из Украины, да? В результате те самые полки сейчас зачищаются от книжек Улицкой семимильными шагами, как это принято в русской, так сказать, изящной словесности. И персонаж номер 2, не менее высокоинтеллектуальный, исторически грамотный, написавший историю альтернативную России, Чхартишвили, забыл как его, Акунин, Борис Акунин, вот, живущий в Лондоне, тут я, боюсь, уже не ошибаюсь, да, говорит недавно в интервью: вы знаете, я так ошибался в Путине. Я думал, что он про воровство, а он, оказывается, маньяк и убийца. И я так думаю,
А ты вот этой же головой писал историю России, ты ее сам писал, это первый случай в истории, когда писатель писал историю, но ее не читал. Вот писатель не читатель, вот понимаешь, ничего не понимал. Скажи мне, как вот этих людей можно считать интеллектуальной элитой, что они могут дать своей, ну, пастве своей, ну, грубо говоря, огромному количеству людей, которые читают их по-русски до сих пор, да, действительно большое количество людей. Я не об их литературных качествах говорю, а об их поведении и об их, скажем так, дальновидности и глубокомысленности. Я прошу прощения за длинный вопрос, но это вопрос очень важный, потому что на них ориентируется какая-то часть там русских либеральных людей, они показывают себя либо лицемерами, либо дураками. Вот что это за явление такое? Ой, Альтер, ну это твои умозаключения. Мои. Значит, я не читал это интервью Улицкой. Значит, Акунина, по-моему, я это высказывание ты слышал, что-то в этом роде. Не могу сказать, что я большой поклонник этих писателей. Вот, но так как я недостаточно и никогда не следил за их творчеством особо и за Слава их богу. публицистическим высказыванием. Но я тебе могу вот что сказать, что я считаю, что сейчас нужно объединяться с как можно, не вот по-ленински, как ты сказал, размежеваться, чтобы объединиться. Ленин со всеми размежевался, в конце концов он объединился только с не меньшим, значит, преступником Львом Давидовичем Троцким, да, значит, больше ни с кем. Значит, и вот как раз это объединяться надо со всеми, в том числе и с людьми, которые нам не нравятся, и с людьми, у которых есть какие пятна в биографии, связанные, например, с таким подобного рода высказываниями. Понимаешь, это нормально, и так всегда было. То есть, например, царя в свое время, или как февральская, скажем так, февральская революция была стихийным достаточно явлением, но ей предшествовало многолетнее движение, освободительное движение, которое направлено было против Николая II и его даже сначала даже только лично против Николая II, а потом уже и против его монархии, да, как монархии в целом. Люди там сразу входили разные, всякие разные, в том числе совершенно сервильные, лояльные. Я помню, Милюков говорил, что мы оппозиция его не его императорскому величеству, а мы оппозиция его императорского величества. Но тем не менее, действия этих людей, в том числе и того же Милюкова, и того же Гучкова, которые были монархистами, они привели в конечном итоге к краху этой монархии, да, и краху этой империи. Если бы Ленин тогда не подсуетился и не подобрал окровавленные куски этой империи, то ему вполне вероятно, какая вероятность была, что она бы и не возродилась, что она рухнула бы еще тогда. Вот, значит, да, поэтому я считаю, что нужно сосредоточиться и воевать не с Улицкой и с Акуниным, а воевать с Путиным, там, с Шойгу, с всякими их клевретами, если говорить о Германии, с местными путинферштейрами. Значит, и, кстати, еще и характерно, что все эти вот люди, да, как, скажем так, известные люди, раскрученные, они, помимо всего прочего, еще и сейчас, по крайней мере, позитивно влияют на общественное мнение в той мере, какой могут, страны, где они живут. У них берут интервью, где они говорят, что путинская война преступна, что это агрессия, что Украина целиком права. Потому что не поверишь, то, что нам кажется совершенно очевидным, огромному количеству немцев или французов таким очевидным, к сожалению, не кажется. Нужно это разъяснять. Но то дело, когда говорю я это, да, но я человек не настолько известный, как Улицкая, безусловно, намного. У меня, правда, выходили статьи, книжка вышла в Германии на немецком, довольно в хорошем издательстве, но у Улицкой гораздо больше возможностей таких. И то, что она сейчас говорит, она какую-то гадость, видимо, сказала, я тебе верю, у меня нет оснований тебе не верить. Сказала какую-то гадость, это плохо, да, судим мне. Но то, что она сейчас говорит, что это война, и в немецких СМИ, и в других, тоже это там преступная война, что и так далее, это уже не хорошо. Пускай говорит. Да, конечно, можно. Понимаешь, еще, знаешь, вот этот я вот не могу быть нравственным ригористом. Понимаешь, не могу быть. Почему? Потому что для того, чтобы быть нравственным ригористом, нужно ощущать, может быть, ты так себя ощущаешь, я так себя не ощущаю, абсолютно чистым человеком, который не говорил никогда глупости, не ошибался, не делал каких-то, это не про глупость, это не про глупость, это про оправдание преступления. Да. Хорошо, да, значит, более того, я хочу сказать, да, я тоже, например, оправдывал преступление, но не в отношении Украины, там у меня позиция была изначально правильная. А когда началась, например, Первая Чеченская война, я еще был вполне ельцинистом, да, под влиянием родственников и знакомых, и был ельцинистом.
Абсолютно. И голосовал, кстати, правда, с неохотой, но тем не менее проголосовал в 95-м году за Ельцина. Или в 96-м. Вот, Ладно, значит, бог с да, ними. и я ее оправдал, Окей. я помню, я говорил там, я, правда, не понимал, конечно, что происходит, просто в силу, может, молодости, глупости. Вот этот новогодний штурм, сейчас Ельцин покажет, что он крутой, что, мол, я его воспринимал как свою власть, И понимаешь? я Это, кстати, воспринимал была его как ошибка. свою власть. И я так, точно Да. так И же. это Я, была кстати, да. крупная, да, и это была крупная ошибка с моей стороны, крупная, на грани просто нравственной какого-то, не просто проступка, подлости Но нравственной, да? смотри, Я не Игорь, знал, мне было, да, да. смотри, там просто выбор, там такой был ассортимент на полке, что, в принципе, против Ельцина понятно, к чему это привело, теперь все понимают, да, ну и тогда было это, конечно, сомнительно, но учитывая, кто ему противостоял, то есть просто тогда фашистский режим сложился бы в России еще до Путина, скажем так, просто был бы Путин, был бы не Путин, а просто был фашистский режим, который быстрее бы, может быть, он уже закончился бы к этому времени, да, а путинский вот так долго продлился. Вот это единственный был выбор. На самом деле там выбора-то и не было. Но это, на мой взгляд, я тогда, в принципе, даже под обстрел попал напротив Белого дома. Ну, было всякое там в жизни. С крыши нас снимали там. Вот, но бог с ним. Я хочу вот поговорить про эту историю, просто про ментально непонятная мне история, да. Вот вроде бы два половозрелых мужчины, более того, ну скажем, серьезно зрелых мужчины, и вроде не дураки, и вроде песенки писали. А, кстати, вот эта песенка, да, Би-2, про города, руины, города, пустые города на линии огня, да, полковник то никто не пишет. Вот если сейчас это прочитать, у меня один товарищ в Литве прочитал на свежий глаз, он вспомнил просто, что эта песня была в «Брате 2», в культовом фильме, значит, русского фашизма. Там, к сожалению, правда, и океан Эльзы был, да, все там было. Это какое-то было время такое сюрреалистичное, да. Вот, и в этом я не могу в этом обвинить там Святослава Кручука, там, ну просто другое было все, да. А сейчас ты смотришь на это и понимаешь, что это было вот прямо предсказание какое-то, или, не знаю, там, ну, полковник, это Путин, грубо говоря, разрушенные города, это война, вот то, что мы видим сейчас, да. Ну, вот. И вот эти люди, не глупые, да, уехавшие из России какое-то время назад, да, даже, по-моему, до полномасштабного вторжения, граждане Израиля. И вот эти люди едут в Таиланд, в третью страну, а теперь они, говорят, собираются в Мексику или куда-то еще в подобное, да, ну или куда-то в какую-то страну, не ЕС там и не Америку, да. Их выручает там весь Израиль. Израилю, конечно, нечем заняться. Какая там газа, тут спасать надо вот русских иммигрантов и так далее. Потом они, вот просто у меня друг в Израиле живет, который тоже уехал туда, да, он говорит, они настолько холодно благодарили Израиль, настолько это было неискренне, искусственно, они живут, как будто им все обязаны, да. Вот, ну окей, это опять личные суждения моего друга, на этот раз даже не мое. Вот, что это такое? Вот что это за желание собираться везде русскими компаниями какими-то и не говорить о войне, не говорить о чем-то, а развлекаться, ходить, зарабатывать бабки на пляжах Таиланда. Ну, вот, ну это ладно, это бог с ними, тут мы более-менее понятно. Вот действительно ли тебе кажется, что объявлены кампании охоты на людей со стороны Кремля? Вот это пример такой, и дальше будет, с ними или не с ними? Да, не, ну, конечно, меня это немножко удивляет, потому что изнутри кажется, что вот эта вся иммиграция, которая особенно сейчас так шумная такая, да, шумим, братцы, шумим, как по Грибоеду, что там она не может представлять какой-то угрозы для Кремля реальной. Ну, по большому счету, что мы можем сделать? Да? Ну, ты сказал, какие донатить, ну, донатить в ВСУ, да. Но в любом случае это не будет какой-то серьезный. Это будет хорошо, но это не критично для Кремля. Вот. Значит, почему они... Да, но тем не менее просматривается совершенно какое-то неадекватное то ли страх, то ли какая-то злоба звериная к миграции, причем к разной, в том числе умеренной, либеральной, и они пытаются как-то до нас добраться и схватить нас за какое-нибудь запричинное место. То есть каждый раз возникают какие-то новые попытки, значит, чем-то уязвить, ущемить, запугать. Сейчас придумали собственность отбирать. Вот. То есть почему-то Кремль мы как-то его вызываем какую-то такую реакцию неадекватную. С одной стороны,
это приятно, это льстит, что все-таки ты кому-то, значит, нужен и интересен. Потому что хуже всего, если бы они просто не обращали внимания. А черт с вами, езжайте в свои Таиланды там и выступайте, нам плевать на это. Нет, они суетятся, они пытаются мешать, вредить и так далее. Я еще думаю, не хочется каркать, конечно, но я боюсь, что будут какие-то еще новые какие-то попытки там террористических актов. Я думаю, что это почти неизбежно, потому что они же выдумали себе врагов, да? Раз они, причем они же опять-таки ориентируются на сталинский опыт, да, и во многом совершенно. И иноагенты — это фактически калька с врагов народа. А во всякой российской пропагандистской прессе и прямым текстом тогда же и пишут. Вот. И, собственно, следующий шаг — ледоруб в руки и рубить бошки. Я думаю, что и до этого тоже может дойти. Может, но как бы, ну, все знали, что Рейх растет. Я никогда не сомневался, что могу стать объектом атаки, и я какие-то меры безопасности даже применяю. Причем даже до еще покушения на Павла Шеремета, и я был в ужасе, когда на него это было покушение, потому что я примерно так себе это и представлял, в принципе. Именно вот, ну, способ такой, да. Но, понятно, это война. Тут, как Залужный сказал, це война. Ну, тут что тут сделаешь? Да, есть враг, есть друг, там все понятно. Тут все так или иначе задействованы. Что ты скажешь вот уже напоследок, у нас остается 5 минут, про приговор вот этой Дарьи Трениной, которой дали вообще беспрецедентные 27 лет тюрьмы, которого вообще такого срока нет в Уголовном кодексе, даже Российской, извините, Федерации. Это просто путем частичного сложения, как я понимаю. Вот. Да. Да, максимальный срок 25 там был, пожизненное, да, но кроме пожизненной, женщинам пожизненное не дают по практике, да. Вот. И что это было? Причем она же сказала, что это ее в темную использовали. Что этот, находящийся в Украине, кстати, бывший нацбол, я просто забыл, как его зовут, я его знаю. Просто вылетел из головы сейчас. Его инструктировал, ну типа украинские спецслужбы, ну и так далее. Вот что это было, что это за приговоры, что это значит вообще, на твой взгляд? Ну, я, знаешь, я, конечно, не знаю, что это было в деталях, да, это знают только те, кто вообще участвовал как-то в этом, вот, или организовывал. Я, конечно, ничего этого не знаю, но, что я хочу сказать, что срок, конечно, чудовищный, но я абсолютно убежден, что она не только этот срок не отсидит, да, но я 1/10, можно сказать, что и не уверен даже, что она и 1/10 этого срока отсидит, потому что я все-таки внутренне убежден, что путинский режим обречен. Путинский режим обречен не потому, что условно даже как бы что, скажем так, даже не из каких-то тактических соображений, а по стратегическим причинам. Он обречен, потому что это жуткая совершенно архаика. Это попытка в 21 веке жить по законам там, в Средневековье. Жить по законам, которые давно уже в цивилизованном свободном мире, давно уже, или по понятиям, давно уже отпали, пересмотрены. Вот это все безумные попытки аннексировать, переварить, включить чужие земли, похищение детей, похищение людей, чтобы увеличить количество крепостных, вот, значит, у главного феодала Путина и так далее. Все это ужасно архаично и абсолютно бесперспективно. Режим этот обречен, и я думаю, что он рухнет. И потом тогда будем разбираться, кто, когда, в каком интервью что говорил. А сейчас я считаю, что всем просто нужно объединяться, кто может, кто хочет объединяться, и пытаться этот режим как-то расшатывать, подрывать, помогать Украине, естественно, в ее войне против этого режима всячески, но и действовать, в общем, в этом направлении любыми средствами и методами. Смотри, у нас остается 2 минуты, и я хочу тебе задать все-таки этот вопрос. Почему в риторике, почему русские иммигранты пинками и ногами, руками отталкивают от себя национально-освободительные движения башкортов, там, татар, я не знаю, бурятов, якутов и так далее, и категорически отрицают их право, ну, большинство, на существование как отдельных государств. То есть они хотят сохранить Россию. Это как-то в моих глазах противоречит идее победы над империей. Смотри, опять-таки, русские мигранты совершенно разные. Да? Значит, и вот в моем кругу моего общения никто не то, что не отпинывает от себя национальные движения, а всячески их поддерживает и поощряет. Вот у нас вчера было, причем не только даже национальные движения, но и движения региональные. Вот у нас вчера было тут небольшое заседание в Берлине, да, Берлинского диалога клуба. Там были представители, например, движения Ингрии, да, то есть за независимость
Санкт-Петербурга и Ингерманландии. То есть даже такие люди, и мы есть их немало, кстати, были на съезде иноагентов такие люди. Безусловно, я, например, целиком за самоопределение всех наций и регионов России, если хотят русские регионы самоопределяться, опять-таки повторю, вокруг них, почему нет? Вот. Каждый должен иметь на это право. Те люди, которые зациклены на том, что мы сохраним границы, мы сохраним вот это все, мы сохраним империю, они действительно мало чем отличаются по логике от Путина и его кампании. Здесь это все очевидно. Но это не значит, что если они сейчас готовы против Путина что-то делать, да, что мы должны их отталкивать. Пускай что-то делают по-своему, используют свои какие-то возможности, может, которых у нас нет, для того, чтобы подрывать этот режим, как-то его ослаблять. Ну, вот, например, Ходорковский, да, насколько я понимаю, он как раз сторонник сохранения российских границ там в том виде, как он есть, и прочее, прочее. Но у него есть ресурсы, пускай, и он, насколько я все-таки понимаю, он пытается путінський режим подорвать. Ігор, у нас 20 секунд. Я дуже тобі вдячний за те, що знайшов час. Цікаво було твою думку почути. Вона відрізняється від моєї, але це нормально, бо я принаймні знаю точно, що ти чесна людина і ти не маніпулюєш, а кажеш, як є. Дякую тобі дуже. І дякую всім глядачам телеканалу ОТР за те, що ви з нами. Дивіться ОТР далі.